Национальная библиотека Якутии запустила проект «Письмо в будущее». Теперь любой желающий может написать послание, отдать на хранение в неприкасаемый фонд библиотеки. Подробнее в сюжете Руслана Варламова. Проект «Письмо в будущее» – это уникальный шанс отправить послание сквозь время будущим поколениям или самому себе с целью поделиться мечтами, мыслями и эмоциями. Письмо в будущее очень распространенное, когда капсулу закапывают или электронные письма в будущее отправляют. Но, во-первых, электронные письма, они не передают формы, да, они передают только содержание. А с капсулами времени очень часто случаются такие нюансы, как ландшафт со временем меняется, или строительные работы ведутся, и капсула повреждается, или ее совершенно не находят. Первооткрывателями стали выпускники физико-технического лицея. Ребята всем классом написали письмо и отправили в будущее. Самим себе, но старше на 10 лет. Надеюсь, что через 10 лет мы все соберемся все-таки и наконец-то вскроем эту капсулу, посмеемся, порадуемся уже со своими семьями. Узнаем, какие мы были в 11 классе. И когда мы стоим на пороге взрослой жизни, тогда мы уже будем взрослыми, состоявшимися людьми, которые уже будут работать, учиться, кто-то учиться, кто-то работать. И тогда мы поймем, какое же у нас было классное детство, и будем вспоминать теплые воспоминания. Национальная библиотека как центр культурного наследия страны может обеспечить должную сохранность. Письма будут храниться в фонде документов, для них выделен отдельный служебный каталог и специальные библиотечные карточки, В которых хранятся книги, начиная с 1695 года. Это может быть послание своему потомкам, например, или себе через 10 лет. Такие послания могут оставлять коллективы, компании и отдельные лица. Для этого нужно лишь подойти в библиотеку в рабочее время в центре регистрации пользователей. Главное условие – указать срок вскрытия при запечатывании своего письма. Руслан Варламов, Илья Сыремятников, Якутск.